Здравствуйте! Мы продолжаем наш мастер-класс. Сегодня у нас второе занятие. На первом мы с вами разобрались с темой, с референсами и какие объекты мы будем делать. И установили также программу бесплатную Inkscape. Скачали его с интернета, установили. И вот теперь мы при запуске видим вот такой вот вид программы. Из чего он состоит? Есть монтажная область, она сейчас установлена в виде формата А4. Если мы хотим это поменять, мы заходим в файл, свойства документа, и здесь мы можем менять его размер, как он будет выглядеть и так далее. Но формат А4 он универсальный, поэтому мы его оставим для того, чтобы в последующем распечатать наши стикеры. Все. Теперь можем здесь поменять цвет фона, сделать его, например, HSLV, то есть зайдем сюда и попробуем сделать его. Тут у нас меняется все. Нет, давайте тогда все оставим белым. Не будем здесь ничего трогать, закрываем. И смотрим, что мы здесь можем делать. Слева находится у нас панель инструментов. Сверху у нас тоже есть меню, верхнее меню. Все это на русском языке. И первый инструмент, с которым мы познакомимся, это прямоугольник. Да, очень простой такой объект. Мы нажимаем один раз левую кнопку мышки и тянем, закрываем всю рабочую область квадратом. Он сейчас синего цвета. Давайте попробуем здесь внизу нажать на палитру, и мы очень быстро можем поменять цвет нашей палитры. Сделаем его слегка серым, потому что наши объекты, такие как белая снежинка, снеговик и так далее, будут теряться на белом фоне. Мы не будем видеть, как они работают, поэтому сохраняем объект вот так. На верхнем меню есть кнопочка «Заблокировать объект». Да, вот размер, да, его размер можно блокировать и так далее. Но мы пока этого делать не будем. Посмотрим вот такой квадрат. У нас есть такой квадрат, и при выделении мы с ним можем взаимодействовать. Чтобы этого не было, мы нажимаем левую кнопку мышки, то есть правую кнопку мышки, и выходит контекстное меню. Здесь мы выбираем блокировать выделенные объекты, пробуем нажать на пустое место, потом на этот квадрат, и он не выделяется то, что нам нужно. Теперь мы учимся с вами работать с камерой. Для этого нажимаем на колесико мышки, да, вот колесико мышки сверху вниз идет. А если хотим приблизить, мы держим Ctrl зажатой, Ctrl кнопочку, и колесико мышки заставляет нас увеличивать и уменьшать масштаб нашей рабочей области. Если мы хотим в какой-то определенный угол, мы курсор наводим туда и будет увеличиваться именно в этом направлении. Также у нас есть инструмент лапка, это пробел, держим пробел и можем двигать нашу рабочую область. Итак, начнем с первого нашего объекта. Давайте, пусть это будет снеговик. Смотрите, сейчас, когда я нажал на еще один инструмент, видите, мы работали с прямоугольником, сейчас будем работать с кругом, мы видим, что он будет серого цвета. Мы выбираем внизу палитры белый цвет, видим, как меняется курсор на белый кружочек, и начинаем обводку. Держим держим Ctrl, чтобы у нас круг был круглым, а не овальным. Если мы не держим Ctrl, мы можем сделать овал. Держим Ctrl и блокируем. Сделаем маленького снеговика, чтобы он был
состоял из двух. Давайте выделим все. Вот инструмент выделения. Не забываем переключаться, если хотим переместить. Будет состоять из 3, да? Делаем 3. Или давайте из 2. Пусть будет из 2. Достаточно. Далее мы немножко подглядываем на наш референс. Вот этот референс сейчас включен, и мы видим здесь снеговика, простого снеговика. Либо вы можете посмотреть другие. Но, в общем, мы выбираем такого вот снеговика, который попроще. Пусть он будет состоять только из 2 кругов. И остается нам сделать ему шляпку, и глаза, пуговки и так далее. Все это будет состоять из простых объектов. Давайте сделаем шляпку, выберем темный цвет, сделаем форму шляпки, сделаем снизу. Так, вот у нас уже готова шляпка. Мы его выделяем и также вызываем контекстное меню кнопочкой справа и сделаем сгруппировать. Когда мы группируем объект, он вот здесь состоит из 2 раздельных кругов, а здесь будет состоять из 1. Так, вот тут касаемся. Так, ой, Ctrl-Z, если вы что-то сделали не так, можем вернуться всегда назад. Двойной щелчок переключает между поворотом по объекту. Мы делаем шляпку немножечко криво. И теперь делаем глаза и так далее, тоже черного цвета. Да, маленькие глазки. Так, приближаем. Глаз один мы можем... он оказался внутри группы. Разгруппировать. Берем этот кружочек и делаем его копию. Для этого мы, удерживая эту кнопку, нажимаем 1 раз на пробел, и у нас создается копия. Далее берем опять этот круг, держим, пробел, сделали копию, пробел, сделали копию. Вот у нас есть 3 пуговицы. Теперь ротик делаем меньшего размера кружочек. И также, выделив его выделением, пробел, делаем улыбочку. Пробел. Ну, мы можем вернуться к выделению, и если что-то не нравится, мы можем немножечко улыбочку корректировать, уменьшать расстояние. Ничего страшного, если у вас сходу не получится быстро сделать улыбку. Удаляем delete лишнее, если сделали лишний круг. И осталось нам, давайте посмотрим наш референс, сделать нос. Для этого мы выбираем объект звезда или многоугольник, то есть инструмент. Здесь выбираем многоугольник, вершинки делаем 3, так как это объект из треугольника, да, и делаем его оранжевым цветом. Выбираем внизу в палитре цвет, меняем объект, как видите, он немножечко не такой формы, как нам надо, поворачиваем его и должны немножечко с вами поработать вот через вот этот параметр. Мы можем вытягивать через кнопочки, стрелочки, вытянет ему нос. Нос у нас такой. Далее мы смотрим наш референс, как выглядит. Примерно у нас похоже. Можем повернуть так вот повыше. И осталось нам сделать шарфик. С шарфиком, конечно, чуть-чуть будет посложнее, потому что это сложный объект.
и мы его уже не сможем сделать просто так из прямоугольников и квадратов. Для этого нам придется использовать кривые Безье. Выберем красный цвет, ставим точку здесь. Здесь мы должны не один раз нажать, а удерживать кнопочку, чтобы получить плавную линию. Здесь уже нажимаем один раз. Тоже один раз нажимаем, и вот на этом месте вытягиваем, держим. Здесь один раз клик и здесь один раз клик. Мы получили вот такую форму. Сделаем его заливку красным. Правда, у нас обводка есть. Так, обводка, вот она открылась, двойной щелчок. Обводки у нас не должно быть, мы убрали. Так. Угу. Вот это мы закрываем окно. Все, у нас есть. Рисуем дальше ему. Здесь одна точка. Так, одна. Здесь немножко тянем. Одна кнопочка и закрыли объект. Ну, у нас объект получился. Давайте пробуем его выделить и пипеткой взять отсюда красный цвет. Так, плохо, что у нас опять обводка появилась. Опять двойной щелчок. Убираем обводку, крестик. Все, в принципе, мы на этом занятии с вами сделали наш первый объект. Группируем его, выделяем полностью и делаем сгруппировать. Если мы этого не сделаем, мы случайно можем схватить один объект, Ctrl-Z возвращаю и запутать его. Сгруппировать. Делаем группу. Так, наш объект становится цельным. Мы его можем перемещать, увеличивать в размерах и так далее. Да? Вот, ставим его в уголочек, чтобы он нам теперь не мешал.